О. Такую быструю палатку организовал, ребят. Под ливень попал. Капец. Не знаю. Тут вроде как уже перестает. Вон. Вообще. Какая погода, блин. Именно вот где медведь живет, вот там и нахожусь. Где следы видел, уже возле ручья недалеко. Он, наверное, под елкой лежит. Знаете, вот про выхлоп. Сейчас этот выхлоп меня греет. Вот жар от выхлопа идет прям хорошо, тепло. Отлично греет. Надо подумать насчет сидения, чтобы не промокало. И насчет тенда что-то придумать на скорую куб, чтобы раскрыть. В общем, на багажник надо укрытие какое-то. Укрытие надо какое-то придумать. И чтобы самому так закрыться, если что, по пути. Ну, будем ждать. Не знаю, когда это закончится, конечно.
Ну, немножко поснимал, ребят, как я проехал. Вот тут смотрите, вот это скользкое бревна буксует потом. Но самое главное меня останавливает то, что звездочка, вот боюсь, что когда газуешь, резко так ударится и ну, может там что-то случиться. Так что не спеша, спокойно, но проехал. Где что надо, помог. В принципе, вот такие бугорки. Видите, здесь провис я этот сдвинул с места. Но он легкий. Он, я не знаю, если сравнить с мотоциклом Минск, наверное, не тяжелее. И удобно его двигать. Если застрял там, передвинул. Хорошо, что дождь перестал. Моросит, но терпимо. Очень много комаров, как видим. Вот, звездочка. Вроде все пока целое. Сейчас я видел, как на тормозной диск здесь я завис. Где-то, наверное, птенец у этой птицы нервничает. В общем, проскочил. Здесь пила нужна. Некоторые моменты лучше спилить. Или же крючком такое отодвинуть, вот для себя дорогу протоптать. А потом каракаты разобьют все равно один хрен. Старайся, не старайся, бесполезно. Вот. Но там, ну здесь объездного нигде нету. Там просто можешь утонуть. Каракат действительно может и проедет. У него широкие колеса. Я там не буду спорить. Не буду спорить, не буду хвалить трицикл. Но он самый лучший. Он возит меня, капец. Я так удивлен этой мощи. Грязный уже. Слабинка это вариатор. Сразу говорю, вода, брызги воды попадает и сразу теряет обороты, буксует ремень. А так, в принципе, нормально. Цепь, вот все, начинается. Первый раз уже скоро подтяну цепи. Убегаю от той тучи. Может там дождя и не будет. Здесь чуть-чуть осталось, вот этот бугорок проеду. Там уже хорошая дорога. Ну там дальше негде. Застрять это ерунда. Это вот через бревна, когда скачешь, едешь, это опасно. А в остальном терпимо. Надо придумать защиту какую-то от воды. Но закрыть тоже он будет греться. Наверное, вместо вариатора редуктор лучше. Не боится воды. Цепь. Звездочка и цепь там. Потом места нету, чтобы так сделать. Если вот тут звездочку поставить. Вот тут. Не вариант, короче. Ладно, поскакали дальше. Не было бы этих бревен, вообще класс. Ручей. Этот ручей елец поднимается. Елец поднимается и налим. Здесь рыба есть. А осенью спускаются они. Не такой глубокий ручей, но рыба любит этот ручей. И дела. Ждал, когда застряну.
Тут болото, вон мох. Нормально. Проскочил. Вариатор этот немножко буксует, ремень. Короче, я зашел в лес посмотреть ягоды. Морожка. Вот она. Что за хуйня тут? Боровая птица какая-то или что? Какие-то звуки слышу, но не вижу. Как будто птица взлетела. Ладно, пускай летает. В общем, ягода немножко есть. Тут такой вот сырой участок. Но скажу вам, не густо. Морожки совсем мало. Фу. Ну, вроде и кусты есть. Вон. Вот она еще не спелая, конечно. Да. Решил, короче, посмотреть. Тут ягоды не собираю, но знаю, что участок сырой. В принципе, надо походить тут. Мелкая она местами есть. Банан. Совсем мелкий. Фу. Комаров море. Далеко идти не стану. Понятно. Ну, короче, уже ясно, понятно, что есть тут, а чего нет. Фу. Я не гурман, морожку особо не люблю. Ну как, один раз съел и все. Нет такого, что я соберу очень много, чтобы всю зиму мне хватило там. Нет, у нас в семье морожку вообще мало кушаем. Ну, на трицикле, в принципе, можно сюда подъехать. Пособирать баночку там литровую. А с черникой совсем беда. Но есть тоже немножко. Зеленая еще не видно. Если постараться, то можно найти. Вот такое вот место. Черничное поле. Фу. Адский труд, конечно, собирать морожку. Морожка, она, мы собираем именно когда очень много овода, комаров. Поэтому тяжело. В самую жаркую погоду она созревает. Ну, посмотрели. Дальше пойдем.
Ну вот, снова на второй ой, на первой избе-то есть. И погода вот какая стала. Короче, не угадаешь. Там тучи. Ну, сейчас пока дождя нет. Сейчас затоплю печку, немножко погреюсь. Холодно, блин. Даже немножко обидно, честное слово, под такой дождь попасть. Ну ничего не поделаешь, так и должно быть. Что ты делай, вини себя или нет, там ничего уже не исправить. Все уже так получилось. Ладно, погреюсь тут в избушке. Сейчас еще дров добавлю. Сейчас вот это у меня буржуйка быстро меня согреет. Честное слово, блин. Жару даст моментально. Разденусь, повешу тут, пусть сохнет одежда. А сам просто тупо буду лежать. Что еще остается? Подсохнем, потом будем думать, что делать. Может, на рыбалку еще спиннинг покидаю. Или уже сразу домой. Вот так. Так, ладно, что тут гадать. Все вещи повесил, пусть сохнет. Я до трусов разделся. Короче, буду часик тут в избушке. Вышло солнце, как назло, блин. Распогодилось. Да ладно. Это я попал сегодня под дождь. Капец. Чуть позже чай попьем. Снова начало поливать. Такая погодка, ребят. Я уже засыпал, сплю одним словом.